Клещи представляют серьезную опасность для здоровья человека, и от укуса паразита никто не застрахован. Гражданам необходимо проявить бдительность в течение 2-3 месяцев, особенно после пребывания в лесной зоне. Ежегодно пик активности клещей наблюдается с мая и до середины июля. Уже при температуре плюс 18 градусов есть вероятность подцепить кровососов. Ежегодно сибайцы оказываются в числе жертв этих насекомых. На сегодняшний день зарегистрировано 3 случая укуса клеща, то есть оказали медицинскую помощь, удалили клеща, взяли анализы на клещевой энцефалит. Методом диагностики анализы будут готовы в течение 10-11 дней. Паразита можно подцепить как в черте города, так и за ее пределами. Все клещи, извлеченные из организма, непременно должны исследоваться. Кровососы могут оказаться носителями вируса энцефалита, который опасен серьезными осложнениями. На сегодняшний день мы получили в достаточном количестве вакцины для проведения первых и вторых доз и ревакцинации этой. На сегодняшний день у нас ревакцинировано 80% от запланированного. То есть в течение недели-двух мы план закончим по выполнению. В большинстве случаев укусом клещей подвергаются те, кто часто пребывает в лесу. Однако опасность быть укушенным грозит и городским жителям, ведь насекомые обитают в парках и на дачных участках. Специалисты не устают повторять: после нахождения в лесной зоне нужно внимательно осматривать тело и одежду. Эффективная обработка одежды и открытых частей тела соответствующими репеллентами. В случае обнаружения насекомого необходимо обратиться за медицинской помощью. От вируса энцефалита детям после излечения кровососа в медучреждении делается укол иммуноглобулина. Взрослые же в случае клинического подтверждения энцефалита самостоятельно приобретают эту вакцину. По желанию самого человека клещ может быть отправлен на проверку на энцефалит. В настоящее время исследования проводят и частные клинические службы города. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.